Предлагаем вашему вниманию информационную картину дня к этому часу. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лесные пожары продолжают бушевать на территории Якутии. Огонь подобрался к селу Сватай в Среднеколымском районе на расстоянии в полкилометра. Аварийное здание останется в прошлом. В поселке Алмазный Мирнинского района завершается строительство новой школы. Альпинисты из Якутии водрузили знамя Победы на самой высокой точке северо-востока страны. В селе Сватай Среднеколымского района огонь обрел новую силу. Лесной пожар перекинулся через реку Алазея и направляется в сторону населенного пункта. Сейчас огонь находится на расстоянии в полкилометра от села. По сообщению пресс-службы МЧС России по Якутии, этот пожар действует с 23 июля. Сейчас направление ветра от Наслега. На месте работает привлеченное местное население. В данной местности с завтрашнего дня прогнозируют осадки. По информации главы села Сватай, угрозы для Наслега нет. Сегодня 20:00 местного времени, по якутскому 18:00. Резкий порыв ветра с северо-запада возобновил подземный очаг, и появился новый очаг, который превратился в верховой ветер. И в результате очень сильного порывистого ветра он подошел близко к селу Сватай с севера. Начал перебрасывать огонь через речку. Он летел где-то 200 метров. И сейчас идет там борьба с огнем. Общая площадь лесных пожаров за сутки в Якутии значительно выросла. На территории республики зафиксировали более 120 природных возгораний. Площадь активного горения около 380 гектаров. За прошедшие сутки возникло 57 пожаров, 18 ликвидировано. Борьбу с огнем ведут 840 человек и 95 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Аймяконском, Усть-Майском, Тампонском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. Задымление ощущают в 2 десятках населенных пунктов на территории 6 улусов. Новые правила для школьников и студентов разработают в Якутии к началу учебного года. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации в Якутии. Также проводятся профилактические мероприятия, связанные с сезонной миграцией якутян, которые уезжают на отдых или возвращаются домой из отпусков, добавила она. По словам министра, выезжающим на санаторный отдых сдавать анализы на коронавирус не нужно. Достаточно иметь справку о эпидситуации в регионе, которую можно оформить через облачную поликлинику. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом, большая часть из них в Якутске. Глава Якутии Эсен Николаев сегодня находился с рабочим визитом в Кобяйском улусе. В ходе поездки он проверил строительство автомобильной дороги Кобяй. В ноябре текущего года должны быть открыты для движения сразу 3 участка. Это Бяйскюель, 95-й километр, река Тюгене, 108-й километр и мостовой переход через реку. Всего по нацпроекту безопасные и качественные дороги планируют построить более 130 километров трассы. Глава выразил уверенность, что в этом году круглогодичное транспортное сообщение до села Кобяй будет. Благодаря этой дороге, как говорят сами жители, за 5 часов можно доехать до Якутска, отметил Эсен Николаев. Дорога Кобяй у нас известный долгострой. Его строительство началось еще в 90-м году, но вот 30 лет прошло, и вот мы наконец-то вышли на очень хорошие темпы последние 2 года, вот 18-й, 19-й, 20-й годы. Это произошло благодаря решениям президента страны, благодаря национальному проекту по безопасным качественным автодорогам, благодаря которому у нас в республике строятся дороги именно региональные, в том числе вот дорога Кобяй. Это, конечно, огромное событие для Кобяйского улуса, для села Кобяй. И, конечно же, население уже ставит вопросы, и мне пишут, и сегодня вот люди говорят о том, чтобы на этом стройка не останавливалась, чтобы от Кобяя шли дальше до Мукучи, это 180 километров. Соответственно, там другие поселки, села, которые лежат по пути, чтобы были затронуты. Тоже большой проект. Мы уверены, что и дальше, работая вот вместе с федеральным центром в одной такой команде, мы эти задачи сможем решить. Конечно, большие вложения. Один вот этот объект у нас свыше 200
100 миллионов рублей. Вот, но оно того стоит, потому что качество жизни людей вот, это наш безусловный приоритет. Также глава республики посетил крестьянское хозяйство Ворошилов. Основной вид деятельности здесь – это производство молока и мяса. Затем Айсан Николаев возложил цветы к памятнику, посвященному победе в Великой Отечественной войне. Монумент находится в селе Кобяй. Также в районном центре глава региона провел совещание о социально-экономическом развитии Кобяйского улуса. Рассматривали вопрос также строительства социальных объектов, таких как вот школа Саилык, в селе Саилык, дальнейшая работа и окончание переселения вот как раз села Кальвица, который у нас тоже длится уже несколько десятилетий, и которым тоже вот последние несколько лет мы большое внимание уделили, и сейчас надо уже этот процесс в ближайшие годы заканчивать. В поселке Алмазный Мирнинского района завершается строительство новой школы. Старое здание уже несколько десятков лет считается аварийным. Каким будет новое учебное заведение, расскажет наш СОПКОР в Мирном Марферина Алексеева. Уже совсем скоро для жителей поселка Алмазного произойдет долгожданное событие – открытие новой современнейшей школы. На сегодняшний день все основные отделочные работы завершены. На днях поступит новая мебель. Осталось немного – подключение отопления и установка спортивных площадок. Строительные работы на этом объекте не прекращаются до глубокой ночи. Одновременно отделывают внутреннее помещение и благоустраивают прилегающие территорию. Почти полностью уложена тротуарная плитка. Уже установлены 2 отдельные зоны отдыха для учеников средних и начальных классов. Сзади школы расположены 2 спортивных поля – футбольное и баскетбольное. Также на территории школы отдельно сооружена водочистная станция. Данное оборудование не только обеспечит школьников чистой водой, но будет и производить подогрев воды. Такое очень важное, наверное, мероприятие – это обеспечение чистой водой. Вот это несколько сложно было всегда сделать. Сейчас мы будем иметь мощную водоочистную станцию с подогревом воды, поскольку поселок не обеспечен горячим водоснабжением. Поэтому это тоже очень актуально, то, что у нас есть не только очистка воды, но еще подогрев воды. И для работы душевых кабин, для того, чтобы дети могли и в зимнее время также пользоваться водой. Прежняя школа – это одноэтажное деревянное здание, которое уже более 20 лет было признано аварийным. Отсутствие актового зала вынуждало производить аренду в других заведениях. Недостаток учебных кабинетов, небольшая столовая и спортивный зал доставляли много неудобств. Спортивный зал имелся, но он был, конечно, небольшой, он был всего 130 квадратных метров. Сейчас наш спортивный зал, для сравнения, более 300 квадратных метров. Новая школа – это трехэтажное здание, предназначенное на 275 учебных мест. Школа оснащена всем необходимым оборудованием. Установлен пандус, на днях установят лифт для маломобильных граждан. Просторная и укомплектованная столовая, спортивный и тренажерный зал, библиотека, медицинские кабинеты, мастерские и отдельный актовый зал. Помещениями для занятий хореографией, для занятий дополнительными кружками. Ну и, конечно, специализированными кабинетами, такими как кабинет физики, химии, биологии, кабинеты информатики. Имея теперь 2 лингофонных кабинета, соответственно, имеем возможность деления классов на группы, так как предусмотрено в пределах 13 человек. Есть необходимость иметь 2-го учителя иностранного языка, поэтому сейчас мы занимаемся решением этого вопроса. Стоимость контракта на возведение новой школы составила 507 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из 2 источников – бюджета республики и Мирнинского района. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. Нерюнгринские полицейские поддержали акцию «Скажем мошенникам нет», приняв эстафету от коллег из города Алдан. Количество обращений от граждан, пострадавших от действий мошенников, растет с каждым днем. Акция призвана обратить внимание населения на факты мошенничества в районе и республике. Екатерина Павлова продолжит тему. Нерюнгринцы снова попадаются на уловки аферистов. На текущий период 2020 года в районе зарегистрировано 95 дистанционных мошенничеств. Только за последние 2 недели у нерюнгринцев было похищено более 1 миллиона рублей. Схемы все те же. Звонки, сообщения от лже-сотрудников банка. Так, у 62-летней нерюнгринки неизвестные лица обманным путем похитили с кредитной карты денежные средства. Мне на телефон пришло сообщение, СМС о том, что у меня накопительные бонусы, и мне их надо активировать до 31 числа. Затем мне позвонили из банка и спросили, почему их не активируют, так как время уже на исходе. И для того, чтобы мне их активировать, попросили данные паспорта и данные карты. Я сообщила коды
и данные паспорта. И у меня в течение где-то 30-40 минут сняли 59 тысяч с карты. 43-летний Нирум Гринц оформил в банке кредит на 1 000 000 рублей для покупки нового автомобиля. Через некоторое время поступил звонок от якобы сотрудника банка и сообщил, что карта заблокирована, так как с ней происходят сомнительные транзакции. Далее по уже знакомой схеме перевел разговор на сотрудника службы безопасности банка. В итоге, после того, как мужчина сообщил незнакомцу несколько кодов из СМС-сообщений, с его карты было списано 947 377 рублей. Только тогда потерпевший понял, что ему звонили мошенники. Правоохранители не перестают напоминать о распространенных действиях мошенников и о том, как защитить себя от уловок мобильных аферистов. Запомните, банки никогда не звонят и не говорят о подозрительных операциях на вашей карте. Не просят назвать номера карт, CVV-коды, коды из СМС-сообщений и иные персональные данные. Это делают только мошенники. Вам звонят и говорят, что вам полагается какая-либо компенсация. Не верьте, это мошенники. В рамках акции «Скажем мошенникам нет» нерюнгринские полицейские организовали флешмоб, привлекая граждан к проблеме участившихся фактов мошенничества. Раздавали информационные листовки. С помощью патрульной машины проинформировали прохожих через усиление звука, как не стать жертвами мошенников. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Вандалы вновь совершили нападение в столичном экопарке «Лебединое озеро». Сегодня в 5 утра по местному времени в полицейский участок Якутска поступил звонок от очевидца, в котором он сообщил, что на озере Щорса неизвестные напали на одну из особей, а именно на черного лебедя. На место происшествия немедленно выехал представитель организации БНА, и птицу доставили в ветеринарный пункт, где ей была оказана первая медицинская помощь. Напомним, черный лебедь занесен в Красную книгу. Но это не первый случай, это такого случая. Вот в прошлом году тоже вот вандалы здесь тоже вот кидали, убивали уток. В этом году у меня уже, я не досчитал 4 уток, уже нашел мертвым в камышах там в этом. Сразу видно, что камнями или чем-то забили. Из-за финансовых затруднений я в этом году не смог содержать охранников. Поэтому, думал, и народ уже привык, думал, что обойдется. Оказывается, нет. Все-таки находятся такие люди, которые, в основном это ночью молодежь приезжает здесь, отдыхает. Пускай отдыхает, но, конечно, зачем это кидать бутылками, камнями. Все равно такие случаи происходят. Фильм наших коллег завоевал приз конкурса региональных СМИ «Панацея». Документальная картина из цикла «Хранители времени», посвященная легендарному врачу-травматологу Рева Алексееву, победила в номинации «Белый халат». Рева Захарович давно известен тем, что уже много лет использует и продвигает уникальные методики спасения людей от тотального обморожения. В фильме врач рассуждает о жизни, объясняет и доказывает, что жизнь нужно спасать. Автор картины Светлана Трофимова, режиссер Лариса Амбросьева, оператор Андрей Лазарев, сотрудники НВК «Саха». Это значительный всероссийский успех. Так охарактеризовала награду якутских телевизионщиков член Совета Федерации Татьяна Гигель. Поздравляем наших коллег с победой. Замерзших людях можно оживить, это вообще считает бред, понимаете? Это в этом даже не думаю, как это так может замерзших людей. А мы сейчас доказываем, замерзших людей можно оживить. Притом, если человек замерзнет 30 градусов, 30 градусов не оживишь. 40 и ниже градусов оживишь. Замерзших органов все можно оживить. Все органы. Все дело в том, оживить надо мозг, головной мозг и спинной мозг. Вот это надо оживить. Вся проблема в этом. Десять альпинистов из Якутии водрузили Знамя Победы на самой высокой точке северо-востока страны. Она находится в Момском районе. Это событие альпинисты посвятили 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О том, как проходило покорение высоты, участники экспедиции рассказали моему коллеге Дмитрию Тымырову. Старт экстремальной экспедиции был дан в начале прошлого месяца. В состав группы вошли спортсмены из Совета ветеранов МВД, внутренних войск, спецподразделений, а также представители Федерации альпинизма и скалолазания республики. Случайных людей в группе не было. Подготовка заняла больше года. Цыбанин Георгий Ионович. Он у нас специалист, который знает этот маршрут. И он планировал
подготавливал нас. Мы вели свои тренировки уже с прошлого года, зимой занимались. Для нас это была как специальная подготовка. Мы проходили и водную подготовку, и альпинистскую подготовку. И вот буквально на днях группа вернулась в столицу республики. Как отмечают участники экспедиции, маршрут оказался сложнее, чем они предполагали. С Якутска мы выехали 7 числа, до места высадки, откуда уже начался пеший поход, уже где-то 4 дня мы ехали. Да? Пеший поход, он состоялся где-то порядка 105 километров мы прошли, да, это уже по горам. Где река Джапканда, мы оттуда уже начали свой старт. Это экстремальные условия. Там, получается, негде просушиться минусовые градусы. Поэтому туда надо подойти подготовленным и готовым к этому. Во время прохождения маршрута не обошлось без происшествий. Потеряли человека. Одному из участников экспедиции пришлось вернуться обратно. Нас было 11 человек именно в пешем походе. Но, к сожалению, там случилось кое-что. И один член экипажа, ему пришлось вернуться обратно в город Якутск. Вот, получил перелом ноги. Естественно, конечно, в горах там каждый шаг, это опасность. Надо внимательным быть. Ну и не знаю, там может быть судьба как-то предотвратила, другое может быть, да, какое-то происшествие. Вот. Ну и дальше уже продолжили 10 человек. 10 смельчаков смогли покорить заветный пик – 3003 метра выше уровня моря. Позади сложные перевалы и горные тропы. И символичное в годовщину Великой Победы водружение Знамени Победы на горной вершине. Также участники экспедиции прямо там, на высоте, устроили импровизированный бессмертный полк. Мы взяли портреты своих дедов, бабушек, тех родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, тех, которые потом строили уже в мирное время нашу страну, отстраивали, да, мы с этими фотографиями там встали и совершили, можно сказать, бессмертный полк. В группе оказалось сразу 2 профессиональных оператора. Они смогли не только покорить высоту вместе со всеми, но и поднять с собой все необходимое оборудование. Мы старались снимать удачные, хорошие моменты. Многие моменты в кадр не попали. После восхождения на пик Победы я чувствовал гордость тем, что поднялся на гору Победы и водрузили Знамя Победы. Благодаря их работе знаменательное событие запечатлено для истории, а Знамя Победы будет еще долго развиваться над снежными вершинами Черского хребта. Дмитрий Тымыров, Андрей Рукавишников, Аян Местников, Момский Улус, Якутск. Путешественники, авторы YouTube-канала «Детки в чемоданах», семья Красниковых добралась до Якутска. Жители Геленджика давно путешествуют на своем автомобиле по России и в этом году решились на самую длительную поездку из Геленджика на Камчатку. Изначально свой маршрут они проложили до Байкала, но потом решили не ограничиваться Иркутской областью и отправиться дальше. Накануне они прибыли в Якутск и уже успели поделиться со своими подписчиками видеоматериалами из Царства Вечной Мерзлоты, музея Мамонта и с улиц столицы. Также в своих видео путешественники делятся полезными советами и лайфхаками, как сделать длительные переезды с детьми более комфортными и интересными. Мы 4 года уже путешествуем, младший у нас с 2 месяцев, он родился, мы его покрестили и сразу поехали. То есть мы в этом плане уже привыкли. Автомобиль у нас Лада Ларгус, как готовим, масло поменяли, а так, конечно, внутри там много всего. Альбина, жена моя, она очень много подготавливает, чтобы с детьми в дороге заниматься, потому что, обучать их надо, развивать их надо. Ежегодный республиканский фестиваль авторской песни «Берег дружбы» пройдет в онлайн-формате из-за пандемии. В чем минусы и плюсы виртуального исполнения песен, которые обычно поют у костра, разбирались наши алданские корреспонденты.
Песни у костра, дружеские объятия и прозрачный таежный воздух. Всего этого эмоционального великолепия лишены в этом году участники 14-го республиканского фестиваля авторской песни «Берег дружбы». Коронавирус, который скорректировал все сферы деятельности человека, перевел любимый бардовский конкурс в электронный формат. В этом году фестиваль проходит в онлайн-формате. Сегодня мы завершили прием заявок. Было их принято более 100. Подача заявок на участие завершена, и сейчас проходит первый отборочный тур. Как ни странно, но форма общения в онлайн не отпугнула участников фестиваля. Наоборот, его география значительно расширилась. Как ни странно, формат онлайн, он расширил географию фестиваля. У нас есть участники с города Новосибирска, с Подмосковья, с Вологодской области, с города Тверь. Возрастная категория участников изменилась? Мы постарались сохранить. И сегодня отрадно видеть, что принимают и старшее поколение, молодежь активно принимают участие. И, конечно же, фестиваль Котофеевский. Члены жюри фестиваля ничем не выделяются от участников. Они также вынуждены работать в онлайн-пространстве. Итоги «Берега дружбы» жюри подведет по окончанию второго тура, который пройдет с 11 по 15 августа и выявит наиболее талантливых самодеятельных авторов, исполнителей и поэтов. Но для лауреатов и дипломантов «Берега дружбы» фестиваль на этом не закончится. Их видеовыступления будут сформированы в онлайн-гала-концерт, который будет размещен на канале YouTube 23 августа. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.